Новая неделя, новый день. Доброе утро, республика. Надеюсь, вы как следует отдохнули в эти выходные, вдоволь искупались, насладились жаркими днями. 15 июля на календаре, и сегодня в мире отмечается необычный праздник – День навыков молодежи. Молодость – это активный период жизни, когда человек строит карьеру, участвует в общественной деятельности и создает семью. Цель праздника – приобретение молодыми людьми дополнительных навыков, которые облегчат им доступ на изменяющийся рынок труда и поможет принимать верные решения, касающиеся работы и жизни. Ну а прошедшие выходные дались нам достаточно жаркими, выдались жаркими. Узнаем, какая погода ожидает нас сегодня. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 17, плюс 21 градус. Днем ожидается 27-29 градусов. В Заречье утром 16-23, днем до 27-29 градусов. В южных улусах 14-15 утром, днем плюс 20, плюс 23. В Вилюйских 18-19 утром, днем плюс 25, плюс 26 градусов. В Нижнеленских улусах утром плюс 15, плюс 18, днем до 25 градусов тепла. В западных улусах утром плюс 15, плюс 17, днем плюс 25, плюс 26 градусов. В Колымо-Идигирских улусах плюс 9, местами плюс 26, днем плюс 8, плюс 31 градус. В Янских улусах плюс 8, плюс 13 утром, днем плюс 11, плюс 16. В северо-западных улусах плюс 4, плюс 14 утром, днем плюс 7, плюс 15. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 29 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается 28, плюс 30, днем небольшой кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около 10 тысяч рублей на одного ребенка. Сейчас в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям полагаются выплаты в размере 50 рублей. Тем временем в Якутии на 5% вырос процент выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Теперь он составляет 48%. Глава региона Айсен Николаев отметил, что этому способствовала ранняя диагностика заболеваний. Так, только в акции «Онкопоиск» приняли участие более 60 тысяч человек. На консультации были отправлены около 3,5 тысяч, а 600 человек уже проходят дополнительные обследования. Региональные власти могут получить право ограничивать продажу алкоголя в розницу. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Согласно документу, власти регионов смогут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Также в рамках инициативы органы государственной власти субъектов страны смогут установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов. В службе советуют собирать их далеко от дорог, вне населенных пунктов. К категории съедобных отнесены только белый гриб, грусть настоящий и рыжик обыкновенный. Как отмечается на сайте ведомства, каждый год в России около 1000 человек страдает от отравления грибами. Летальным исходом заканчивается порядка 30 случаев. Отравления зачастую бывают из-за неправильной технологии приготовления. Так, грибы нельзя мариновать или солить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. А чтобы грибы дольше были свежими, собирать их нужно в корзины. Собранные в пакет или ведро могут испортиться. К другим темам. Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год. В частности, согласно принятым изменениям, выходные дни 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. Согласно опубликованному Кабмином календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января. На День защитника Отечества в период с 22 по 24 февраля, на Международный женский день с 7 по 9 марта. А в мае с 1 по 5 мая и с 9 по 11. На День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства. Нешуточные страсти кипели накануне на ипподроме Якутской сельскохозяйственной академии. Там прошли традиционные конные скачки на призы правительства республики и Федерации конного спорта Якутии. Программа соревнований состояла из 7 дистанций от 1200 метров до 10 километров. Самая упорная борьба развернулась как раз-таки на самой длинной дистанции, ведь на кону была сумма в 1 миллион рублей. Однако долгие споры, чуть было не переросшие в рукопашный бой, так и не выявили победителя в этом забеге. Он определится только во вторник, 16 июля. А вот в дерби на дистанции 7 километров победу одержал жокей на лошади Сабдиана. Он также получит обещанный приз 1 миллион рублей. Народ любит конный спорт, и потому поддерживается правительством такие соревнования и включаются в план Федерации конного спорта. Сейчас проводятся очень большие мероприятия по всем районам нашей республики, поддерживают муниципальное образование. Каждым годом увеличивается число скачек, и я думаю, что в следующем году еще больше будет, значит, для нашего народа, для населения нашей республики скачек, что люди очень поддерживают и любят наш спорт. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Доброе утро, и мы продолжаем наш эфир. Музей музыки и фольклора после ремонта приступил к своей работе. Новые залы полностью посвящены музыкальной этнографии коренных народов Якутии. А на днях открылась выставка, где побывала наша съемочная группа. Музей музыки и фольклора Якутии организовал выставку «Календарные праздники коренных народов Крайнего Севера». После ремонта в музее залы полностью посвящены музыкальной этнографии коренных народов Якутии. В 2011 году по инициативе Акулины Петровны Трайзе, носителя, знатока авенского языка, культуры, фольклора, был возрожден такой замечательный праздник, как «Встреча солнца». Это с помощью тоже нашего музея. И вообще вот праздник сам «Встреча солнца» проводится на севере, допустим, после 20 января. И обряд проводится только с 12 до 2 часов. Помимо выставки, в обновленном зале для посетителей представлены видеоэкспонаты. А дети могут посмотреть мультфильмы по сказкам коренных народов Якутии. Для посетителей нашего музея, для этого зала и выставки, конечно же, мы еще предлагаем наши музейные видеоэкспонаты. Для детишек мы показываем мультфильмы по сказкам коренных народов Якутии, а для взрослых это музейные видеоэкспонаты, документальные фильмы, которые у нас практически на сегодняшний день более 50 вот так называемых видеоэкспонатов. И, конечно, вот после большого зала вот музыкальная этнография
этнографии Якутии, коренных народов Якутии, мы идем дальше в малый зал, где для детей мы проводим игры народов Якутии, которые тоже вот ежегодно проводятся на традиционных календарных праздниках. Выставку «Календарные праздники коренных народов Крайнего Севера» можно посетить до 1 сентября. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. Доброе утро, и мы продолжаем. Что ж, думаю, лучше начать новую неделю с посещения выставки и узнать что-то новое. Амга во время гражданской войны с 22 по 24 годы стала настоящей площадкой кровопролитных действий. Подробнее мы вам расскажем в следующем сюжете из нашего цикла исторических мест Амгинского района. В истории гражданской войны в Якутии Амгинский улус занимает особое место. На его территории произошло 27 кровопролитных сражений. Только в Великой Отечественной войне из Амгинского улуса было призвано 1793 человека. На данной территории как в дореволюционной, так и после, в период гражданской войны, находилась церковь, возле которой был погост. Именно поэтому как борцов за советскую власть, так и противников хоронили здесь, на кладбище. Сегодня это место названо Площадью Славы. Не только в честь борцов за гражданскую войну, но и участников Великой Отечественной. На площади установлена мемориальная стена, на которой размещены таблички с именами 1793 воинов, участников Великой Отечественной войны, погибших и вернувшихся с фронта. Слева расположена аллея героев гражданской войны. Перед нами бюсты героев, среди которых Строт и Байкалов. Здесь похоронили 270 красноармейцев, погибших за советскую власть во время обороны Амги. В общем, всех их свезли, 270 красноармейцев. Списка как такового нету. Я думаю, что здесь гораздо больше, потому что хоронили всех с почестями. Об этом факте есть даже фотография в Амгинском музее. А это могила Сергея Юльевича Широких-Полянского. Знаменитый командующий вооруженными силами Якутской губернии и Северного края, участник Амгинской экспедиции, был смертельно ранен на трассе Амга-Якутск. На трассе Амга-Якутск на 56-м километре, если вы проезжали или проезжать будете, заметьте, стоит, значит, памятный знак именно на том месте, где был ранен вот этот комиссар, на 56-м километре местности Хонкоюко. Он был ранен, и привезли его в Амгу, и он умер через некоторое время. И похоронили его с почестями отдельно от красноармейцев, которые погибли тоже в боях за советскую власть. Вот здесь вот, позади нас. Сергей Юльевич был убит выстрелом во время засады. Стрелявшим был якутский батрак, жертва контрреволюции. По приказу Сергея Юльевича он был отпущен. 7 мая 22 года состоялись торжественные похороны в Амге. Его гибель сыграла большую роль в прекращении повстанчества. Его гуманность, понимание и терпимость, душевная доброта и чистота, которую он проявил по отношению к своему убийце, простив ему содеянное лучше всяких слов, доказали, что советская власть желает простому народу только хорошее. Ищете дом своей мечты или хотите быстро продать квартиру? Тогда вам прямая дорога в агентство недвижимости «Промегаполис». Команда профессионалов быстро, выгодно и безопасно поможет решить все вопросы, связанные с покупкой и продажей недвижимости. Дорогие гости и жители города Якутска, приглашаем вас на летнюю ярмарку недвижимости, которая состоится 13 июля. Мы работаем с ведущими банками и самыми надежными застройщиками. У вас есть возможность подать заявку на ипотеку и купить квартиру вашей мечты. Только для наших клиентов будет снижение процентных ставок по ипотеке. Всех вас ждем по адресу Орджоникидзе 49. Мы работаем с 10 утра до 9 вечера. И помните, мы знаем секретные тропы.
Добро пожаловать в новый день, 15 июля, понедельник на календаре. С наступлением лета хочется всем нам чего-то яркого и нового. Лето – лучшее время, чтобы обновить интерьер своей квартиры. Поскольку у большинства из нас, конечно же, становится чуть больше свободного времени для реализации своих планов. Очень популярны сегодня лайфхаки, так называемые советы и методы, которые упрощают нам жизнь и дают возможность значительно сэкономить. Необходимо разобраться, какие же все-таки полезные вещи можно внедрить в собственную жизнь. Так, обычные вещи можно использовать весьма оригинально и удобно. Среди лайфхаков можно отметить следующее. Если нужно что-то покрасить для облегчения процесса, на кисть надевают крышку от обычного пластикового стаканчика. Часто бывает, что при забивании гвоздя люди получают травмы. Чтобы избежать неприятных последствий, можно просто использовать зубчатую расческу, прищепку или плоскогубцы, которые не дадут вашим рукам пострадать. Чтобы краска не испачкала чистую поверхность, можно прикрепить к ведерку с краской магнитик. Так кисть будет держаться в ней стороне и ничего не испачкает. Или можно просто затянуть кисть в резиновую перчатку. Если вы часто теряете гвозди во время работы, для вас это будет полезным способом. Так они всегда будут у вас под рукой. Что насчет ручек двери? Они постоянно пачкаются, когда красите дверь, тогда просто оберните ее обычной фольгой. Этот метод не позволит каплям краски испачкать дверную ручку. Если считаете себя не очень аккуратным человеком, используйте обычный бумажный скотч при покраске стены, и ровная линия вам обеспечена. Бывает так, что во время ремонта часто задеваются деревянные полы и стены. Чтобы исправить вмятины, нужно просто пройтись утюгом по месту вмятины, предварительно положив под ним любое полотенце. Если кисть успела засохнуть, можно положить ее на 24 часа в уксус с лимонной кислотой, и кисть как новая. Надеемся, вам пригодятся наши советы при ремонте квартиры летом. Наверняка отдыхает. Как разнообразить свой летний отдых, чем себя занять и куда поехать, мы расскажем вам в следующем сюжете. Лучшие способы разнообразить твое лето. Без лишних слов, вот список вещей, в котором каждый найдет для себя хотя бы 5 отличных способов провести лето с удовольствием и пользой. Устройте семейный пикник. Когда в последний раз вы собирались всей семьей, устройте пикник у себя дома, на даче или поезжайте на природу. Соберите близких вам людей вместе. Вспоминайте славные дни и просто пообщайтесь без спешки, вживую, а не онлайн или по телефону. Отправляйтесь на рыбалку. Рыбалка – одно из самых популярных видов отдыха среди многих людей. Это прекрасный способ снять стресс, отдохнуть и зарядиться позитивом. К концу дня у вас будет замечательное настроение, прекрасные воспоминания и в качестве дополнительного бонуса – улов. Отправляйтесь в пеший поход. Не обязательно ехать далеко в горы, ведь и в наших краях найдется много красивых природных мест, которые будет интересно преодолеть. Для этого соберите пару друзей и организуйте поход в лес на пару дней с ночевкой. Хотя бы один незабываемый день лета обеспечен. Научитесь играть на музыкальном инструменте. Нет ничего более увлекательного, чем игра на музыкальном инструменте. Берите любую и начинайте учиться. Приготовьте лимонад или холодный чай, можно и компот, и другой тонизирующий напиток вместе со своей семьей и друзьями. Пейте его на террасе или на балконе, наслаждаясь летним ярким днем. Начните новый проект. Это может быть ваше хобби или подработка. Слушайте свое сердце, сделайте то, что так давно откладывали. Начните писать книгу или рисовать картину, сочините песню или займитесь рукоделием. Составьте летний фотоальбом. Фотографируйте все чудесные летние моменты, от порхания бабочек до семейных посиделок у реки. Вы будете себе благодарны и приятно удивлены, когда холодным зимним вечером будете пересматривать альбом, вспоминая самые яркие события лета. Надеемся, вам понравились наши советы, как провести летний досуг с пользой и разнообразить свое лето. Подай ручку, не хочу. Доля моя, подай ручку, не хочу. Подай ручку, не хочу. Сам жениться хочу. Доля моя, сам жениться хочу.
Если хочешь ты жениться, сядем в саночки со мной. Доля моя доля, доля моя доля, сядем в саночки со мной. Сядем в саночки со мной, в карету золоту. Доля моя доля, доля моя доля, в карету золоту. В карету золотую новобранца посажу. Доля моя доля, доля моя доля, новобранца посажу. Новобранца посажу, сладким пивом напою. Доля моя доля, доля моя доля, сладким пивом напою. Браво! Сегодня у нас гостят ансамбль потомков государевых ямщиков, ямские бубенцы. И рада вам представить Ирину Егоровну Стрекаловскую, заместителя председателя Республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Ирина Егоровна, доброе утро. Доброе утро всем, доброе утро, республика. Ирина Егоровна, расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. Нам известно, что все вы являетесь потомками ямщиков. Это правда, да? Да, мы все являемся потомками ямщиков. Ансамбль был создан в 2013 году из числа потомков государевых ямщиков, которые переехали по разным обстоятельствам в город Якутск. И тут мы создали ансамбль из потомков Оймуранской, Аддабанской, Синской, Иланской и Титаринской почтовых станций. Ну а о своем коллективе расскажите, сколько человек, каких возрастов, да? В нашем коллективе 14 человек разных возрастов, начиная от 45, и у нас легендарная исполнительница, хранительница и носительница ямщицкой культуры Татьяна Митрофановна Филиппова, ей 92 года. Ух ты, ничего себе. Да, Татьяна Филипповна, да, сказали? Татьяна Митрофановна. Татьяна Филиппова. Митрофановна. Отлично выглядит Татьяна Митрофановна. Да, Татьяна Митрофановна очень хорошо выглядит. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран тыла. И вот, несмотря на свой возраст, она ездит с нами на фестивали, на мероприятия, на концерты. Принимает активное участие, очень да? активное участие. Ага. А так, если рассказать об истории ямщиков, то Якутская городовая почтовая станция находилась именно здесь, на этом историческом месте, недалеко, около памятника Бекетову. И от Якутска до Иркутска было 63 почтовые станции. Мы принесли с собой наши уникальные ямщицкие часы. Вот на этих ямщицких часах обозначены все 63 почтовые станции от Якутска до Витима. И все, и сколько километров, сколько верст от одной станции до другой на этих часах показаны. Так что это может быть целую историю из этих часов можно написать. Следующий наш символ – это колокольчики под дугой. Так. Такой звон колокольчика звучал на берегах Лены, начиная 1743 года до 1956 года. Так что последняя лошадиная почта прошла не очень далеко до этого времени. Где-то 60 лет назад еще возили почту на лошадях наши предки. Ну и верстовой столб. Верстовые столбы устанавливались на каждой почтовой станции. Они были установлены по проекту иркутского губернского архитектора Лукина. И, как символ самодержавия они стояли, да. И глух, нем, а счет знает. Вот такая загадка была. Это верстовой столб, в котором обозначено, на нашем столбе написано Якутск 0 верст, а Иркутск 2744 версты. Ирина Егоровна, какая работа ведется вашей организации, да, по
по возрождению, сохранению исторического духовного наследия ямщиков? Да, наша работа началась еще в далеких 2001 году. Вот началось вот возрождение исторического и духовного наследия государевых ямщиков Средней Лены. За это время очень много сделано. Во-первых, мы восстановили храмы на почтовых станциях, установлены часовни от благодарных потомков на всех почтовых станциях Хангаласского района. Потом нашу инициативу взяли алекминцы, ленские ямщики, и в 2018 году мы сделали экспедицию по следам государевых ямщиков от Иркутска до Якутска с посещением всех 126 станций, и сейчас в Иркутской области тоже установлены 18 верстовых столбов. Также мы проводим, у нас 3 фестиваля. В 2020 году будет 20-й республиканский фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка». У нас есть 3 раза мы провели фестиваль «Лети, звон бубенцов» Домом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И еще один фестиваль у нас проводится 12 июля на площади Ленина, фестиваль казачьей и ямщицкой песни. И только на следующей неделе у нас родился новый фестиваль «Гармонь моя ямщицкая» на Иланской земле. Вообще потомки Иланской почтовой станции, они у нас первооткрыватели. Они первыми начали писать книги о своих предках. Они первыми установили часовню на своей Иланской земле и очень активно возрождают ямщицкую культуру. Действительно, Да. богатая, огромная история, которую вы продолжаете. Да, на каждой почтовой станции сейчас написаны книги о потомках. То есть возрождаем вот тот дух времени. Музей есть ямщицкой культуры семейной у Кулагиных, у семьи Кулагиных. Это потомки Кочегарской почтовой станции Алекминского района. Ирина Егоровна, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Желаем вам продолжать выглядеть так же прекрасно всем без исключения. И спасибо вам за музыку, которую вы подарили нам этим утром. Спасибо вам большое. Ну а наша программа подходит к концу. Мы с вами увидимся обязательно завтра в это же время. Отличного вам начала новой рабочей недели, хорошего настроения, прекрасного дня.